Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие тельцы. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 31 октября по 6 ноября. Мы посмотрим, какими же могут быть события в этот промежуток времени для вас. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так и по знаку асцендента, либо по лунному знаку. У всех по-разному проигрываются данные прогнозы. Также напоминаю о том, что это все-таки общий прогноз, и не воспринимайте все буквально. Для обмена энергиями ставим лайки, не забываем. И огромное спасибо всем за добрые слова, за то, что пишете в комментариях обратную, за то, что есть обратная связь, и пишите мне в комментариях, за то, что следите за данными прогнозами, за данными раскладами, пассиансами, и можете увидеть то, чего не вижу я. Так, также вот напоминаю вам, если я что-то не замечаю в раскладе, какое-то событие, совпадение, то вы мне, конечно же, пишите в комментариях, я вам отвечу, что может означать данное совпадение. Возможно, для вас это будет очень важным. Итак, дорогие тельцы, давайте-ка будем смотреть, какими же могут быть события для вас с 31 октября по 6 ноября. Так, прошу прощения за голос, переболела коронавирусом, поэтому немножко еще голос такой сиплый. Итак, дорогие тельцы, давайте-ка, ребята, будем смотреть. Смотрите, есть ситуация какая-то болезненная для вас, либо что-то связано с болезнью, либо давление, либо какая-то болезненная ситуация, и вы чего-то не видите, что-то вот или не заметили что-то, вот, допустим. Либо вот действительно болезнь, и это связано с поднялась температура, ОРЗ, вот, либо поднялось давление, тоже как вариант, то есть что-то по сосудам может дать. Ухо, горло, нос, вот такая ситуация. Так, есть еще какой-то обман, предложение какого-то дела, но это будет такое вот невыгодное для вас дело. Либо какой-то обман со стороны какого-то человека, который вам что-то предлагает или утаивает, наоборот, от вас. Давайте-ка посмотрим, чего касаемо это скользкое дело. Смотрите, это может касаться, может предложить человек, вполне возможно, мужчина, может предложение сделать подзаработать. Также это еще может связано с какими-то переменами, либо потерями, либо конец какому-то этапу, либо может быть расставание с мужчиной, допустим, либо предложение, либо какие-то перемены. Может быть, у вас был наоборот застой какой-то, да. Но так как у нас скользкое дело, скорее всего, вам какой-то мужчина может предложить что-то заработать, но ничего вы не получите с этого ничего. Прибыли никакой не будет, оно наоборот что-то разрушится и может внезапно закончиться. Поэтому нет. Потом будете болезненно это все переживать. Так, то есть здесь не стоит соглашаться на это. Так. Дальше смотрим. Так, ну пока что я ничего не вижу совпадений. Так, смотрим дальше. Опа. Неприятность у нас выпала. Неприятность.
Ну, смотрите, эта неприятность может быть связана как и с болезнью, то есть тоже не особо приятная. Вот. Но и может быть неприятность из-за этого предложения скользкого дела, обмана какого-то. Есть, смотрите, есть новость, есть какое-то известие, либо кто-то вам напишет, либо кто-то напишет, либо кто-то позвонит, либо получение каких-то документов, или, может быть, у кого-то подписание каких-то документов, либо получение денег, но в конверте наличка. Так. Дальше смотрим. Так, это что-то связано с работой или бизнесом. Вот это вот известие, звонок по поводу работы, бизнеса. Так, и давайте-ка будем смотреть, что у нас совпадает. А совпадает у нас... Совпадает у нас... Нет, вот так вот. Сюда что-то связано с детьми, может быть бизнес, который связан с детьми, либо есть еще, может придется заниматься что-то связано с ребенком или с детьми, да, какой-то, либо вот что-то вот по э, по каким-то семейным своим делам, да, то есть. Так, еще давайте-ка будем проверять еще, что у нас тут совпадает. Так, есть у нас трата денег здесь. То есть начало недели, понедельник, у нас идет с траты денег, вполне возможно, на то, что связано вот со здоровьем. Со здоровьем на кого-то, или для кого-то, или на себя. Но обратить внимание на состояние здоровья. Так, дальше смотрим. Так. Так, здесь вроде ничего. И давайте-ка тут еще проверим. Метла у нас выпала, да? Давайте-ка. Смотрите, метла у нас может говорить о ссорах, о конфликтах, но касаемо дома. То есть это какие-то домашние конфликты. Либо может быть уборка. Ну, судя по тому, что здесь и неприятности, и какое-то скользкое дело, то, наверное, все-таки это что-то... Это не какой-то конфликт на улице, там, допустим, или в общественном месте, или с начальником. Это конфликт какой-то такой вот ссора, такая бытовая, с человеком, которого вы хорошо знаете. Это может быть семейная ссора. Так. Угу. И здесь так, ну что, давайте-ка подытожим. В понедельник, в начале недели у нас идет трата денег, у нас идет болезнь, болит голова, поднялась температура, поднялось давление, ухо, горло, нос, ОРЗ, там, в общем, простуда какая-то. Это может быть еще и связано с ребенком, кстати. Есть ссора. Ссора такой, ну, именно ссора, то есть не огромный конфликт какой-то, именно ссора. Может быть ссора с каким-то близким человеком, то есть это может быть домашняя такая вот ссора семейная, либо это может быть с человеком, которого вы знаете, и просто вы повздорили.
Так, есть еще ситуация какого-то предложения. Здесь в данном случае не попасться на удочку. Здесь какой-то обман может быть. Так, и неприятность. Дальше у нас идет какая-то неприятность. Есть известие, новость. Это, кстати, может быть вот известие, новость. Это у нас еще может быть получение рецепта. Если вы пойдете к врачу, то, может быть, это связано с каким-то рецептом или направлением куда-то дальше, там, допустим, либо по бизнесу новость, либо деньги в конверте, либо получение денег, но или на карточку сбросят, допустим, но вы неофициально, то есть здесь деньги какие-то неофициальные. Так, либо письмо, либо кто-то позвонит, либо какая-то новость, либо какие-то документы, может быть, подписание каких-то документов, вот, или оформление каких-то документов. Что-то связано с документом и что-то связано с работой или бизнесом. Так, и займетесь, конечно же, детьми. Что-то связано именно с семейными проблемами или ребенок, дети. Вот такой вот для вас прогноз. Всем спасибо за просмотры, лайки, комментарии. Всем пока-пока, до новых видео.